Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Как ты относишься к христианской религии и считаешь ли ты Иисуса Богом? Нет, я не считаю его богом. Ну, как Я, ты относишься христианская к христиан- религия, как и мифология отношусь, как греко-римская мифология. И второй вопрос. Разум, душа одно и то же? Ну, в моей парадигме вообще нету разделения на душ, на материальность и души. Душа, по моему мнению, это религиозный вымысел. То, чего невозможно доказать, осязать и показать. Есть то, что есть. А душа это типа, оно есть, но его и нету в нашем мире. В Типа, смысле? мы его В не смысле? Ну, в видим. смысле? А? Душ... А, То есть, если человеку выстрелить в голову, он не будет после этого жить. Чисто за счет души. То есть, выходит душа в голове. Хорошо, выстрел в сердце. Он не будет жить. То есть, выходит душа в сердце. Ну, как бы все есть душа, если говорить религиозным языком, чтобы было понятно. Все есть душа. Нету ничего материального. Мы сейчас живем в духовном мире. и разум тоже? Ну, разум это мозг. Это наш главный Мозг, процессор. да, Вычислительный. это процесс, да, это главный микрочип. Значит, не существует Бог, а душа. Ну, мне непонятно вообще. Душа это просто вымысел. Просто его взяли из потолка. Египтяне потом у них заимствовали иудеи. То есть это жреческий вымысел. Мне непонятно, что значит душа. Вообще так, это несуществующая вещь, за которым спрятались жрецы. И чтобы понять несуществующую вещь, ты должен был приносить им хлеб. А они тебе потом объясняли бы про несуществующую вещь. Мне она непонятна. Я не знаю, вообще мой мозг не принимает этот Я вообще не вариант, что понимаю есть вас. душа. Душа нет, так и муху так закрыться туда. Ну, душа есть лица билгало я лишь. Вот, кое он душа дамаду. Что, доказательства. Разуму еще и разуму да еще и доказать. И А душа до Бога. Если ты утверждаешь, что душа есть, можешь сказать мне, откуда ты это взял? Я не знаю, у меня вот так сложился вот такой вопрос в голове. Вот и я не знаю, откуда его взяли те, кто его взяли. Я просто не могу, я хочу понять. Что именно? Какая связь? Связь между чем? Разум, душа. Ну, я не знаю. Я не могу тебе на это ответить, поскольку у меня нету души. В моей парадигме нету души. Вопрос на этот. У тебя нету. А как найти на этот вопрос ответ? У кого? Я не знаю. Вон у жрецов спроси, там, церкви, да, либо, не знаю, в зороастризме у них спроси, они тебе какие-то свои сказки расскажут об этом. Потому что это из их сказки вообще понятие душа. У них есть монополия на объяснение, что это такое. У меня ее нету, потому что у меня нету сказок о душе. У меня в моем мире есть только то, что есть. После смерти душа не будет? Душа будет отвечать после смерти. Хасан удирдать, рок урдать, да, вот, допустим, перед Богом.
Ну что-то должно. Мы когда умрем, мы не Отвечать знаем, перед куда мы Богом. попадем. За И что? что? Ну да, ну, ладно. это Хавельч Хасса Дар Хаяч Хасса. Жуап лурдат, Хасан лурдат, жуап лурдат. Hayuga дочтал хум дючу хасаха эхч бош. Хайочал хум цо хамуэц. Ты просто умер, тебя выстрелили в голову, ты все с этой компьютерной программы вылетел, все. Да, там где-то в другом месте ты можешь кем-то другим со своим сознанием, со своей памятью и наследием, что ты совершал и тому подобное, с ним воскреснуть или кем-то другим проявиться. Но в этом мире, когда ты умираешь, ты просто из программы вылетаешь. Это как понять? В смысле, как понять? Ладно, Как и есть понять? Ну, А ты говоришь мне то, можно- чего нету, еще раз повторяю. Ты говоришь, что какой-то Бог забирает душу. Ты можешь показать мне душу, которая там покидает нас. идет вверх? После смерти Можешь? нас покидает душа. Да, покидает хорошо. нас Ты можешь полностью. мне душу показать, которая покидает тело? Не, извини, Можем мы Сара, взглянуть извини. на это? Я не могу тебя. Нет, я не А, могу. тогда Молодец. Тогда выходит, ты как я могу? рассказываешь мне то, чего ты не видел и не знаешь, и не можешь доказать. То есть ты сейчас А ты говоришь о можешь? вещах, которые не А ты существуют. можешь? Но он имеет право в это верить. А? Это верить право имеет он. Верить, конечно, имеет. Конечно, имеет. Почему он не имеет права в это верить? Но он мне конкретно задает вопросы и просит у меня ответы, которые он должен задавать жрецам, которые создавали эти понятия душа, материальность и так далее, чтобы держать под контролем паству. Потому что только жрец может тебе ответить, как состоит то, что он просто взял с потолка и придумал. Только он знает, как он его придумал и как у него работает его вымысел. Я не могу знать, как работает вымысел, которого создал, например, египетский жрец. Вот египетский жрец, у него надо спросить, хорошо, 9 душ, которые есть у человека, как они работают, что надо делать. И он тем самым берет власть надо мной. То есть я должен к нему приходить. Он уже властвует над моим разумом. Он учит меня жизни, он меня контролирует. И я постоянно бегаю к нему по любым вопросам. Как евреи бегают к своим раввинам. Что бы ты им из Торы не привел, евреи всегда бегут к раввинам и спрашивают у него. И раввин, естественно, говорит ему то, чего он хочет услышать. Да не, это наши первобытные иудеи делали, у нас же сейчас можно под время подстраиваться и так далее. То есть тем самым они придумывают что-то, какой-то вымысел, а потом распространяют это, пропагандируют, и люди начинают в это верить, что это существует. Но как оно существует, как оно действует, знает только тот, кто его придумал. Соответственно, ты потом бежишь, когда вопрос возникает, к нему. Хорошо, я поверил в Санта-Клауса. Где он живет? Как он работает? Сколько у него оленей везут его сани? Катают его сани, да, или тянут его сани и так далее. То есть эти подробности знает только тот, кто придумал Санта-Клауса. Хорошо. По-твоему, что нас ждет после смерти? Я не знаю, что нас ждет. После смерти узнаю. И ни на секунду я не сомневаюсь и не переживаю за это. Потому что я Как ты доверяю думаешь, Богу. мы будем отвечать за наши грехи, которые мы Не, я не совершали? думаю, что мы будем жизни. отвечать за грехи. Справедливость надо вершить здесь. А тот аргумент, что типа после смерти кто-то ответит, ну, его придумали для людей, которые не имеют смелости и духа спросить за свое. Вот они утешаются тем, что после смерти он обязательно ответит за несправедливость. О, Аллах! О, Иисус, накажи его! И плачут, дома сидят. Я так не мыслю. Если ты с тобой совершили несправедливость, ты должен в этом мире восстановить справедливость. Я не верю в Бога, который из-за того, что тебе не хватило духа и смелости спросить за свое, придет и будет за тебя спрашивать с человека.
Это даже Нормально. несправедливо. Потому что Бог и человек, который совершил... Мы на равных. Бог дал мне те же руки, ту голову, ту же жизнь, те же мозги. Мы на равных. А мне совершили несправедливость, и за меня мстит Бог, какому-то муравью, как я, муравью. Но это несправедливо даже с точки зрения самого Бога. Это... Я не считаю это, я не верю в это. Пармат, а если у меня есть сила, я имею право на несправедливость, да? Проявлять Нет, ты несправедливость. права не имеешь, поскольку, ну, как правило, те, кто Просто не будет, совершают... если... Не, как правило, у тебя есть разум, данный тебе Богом. Ты можешь брать опыт. Опыт что тебе говорит? Когда у Каддафи была сила, он сажал свой народ на бутылку. И как только у него эта силу его... Весь народ стал против него, и в итоге его самого лишили силы и посадили на бутылку, точнее на лопату. То есть опыт тебе показывает, что если ты из-за того, что у тебя есть сила, будешь угнетать других людей, то это тебе обязательно вернется. У тебя же есть разум. Ну, умрет человек, это справедливо, да? Просто умрет человек своей смертью. Духерма будешь Ну несправедливо. да, если он умер, то он избежал, да, наказания. То есть, если ты имеешь больше силы, если до последнего, короче, Хайлук дойти по мире получается. Это нормально, да? Не, Хайлук... Потому что... Так ты должен Сюква мстить, чхолала, в мире, сюква когда ты- чхолала, сюква чуй, сюква чхола, или хайлула Логической чуи, точки, да. логической Логической точки точки. яцис. Логической точки яцис, а не пониманию. Что ж, Хотане хайниц буяца зедя шуй, дэлс мстит дир дацон. Адмон дир дом мстит. Адмон дютер дацон. Дюнянтер. Дюненте, ага. Ага, вели. Хир буца повести динца, хиру. Кому-то, Да, наверное, да. повезло, в бункер, он где-то укрыться день своей смертью, вол кому-то так повезло, из миллионов одному повезло, не отвечая за свои преступления перед людьми, которыми он совершил преступление, умерев, А то, что- сбежать А наказание. то, что Каддафи один день это нормально, да? То, что он, если он веками там людей, веками не средается, десятки лет, один день его Так убил, ты это справедливо, да? Так ты Молодёжь сейчас Башара самоотстрелом занимаешься, а то, что его Бог вечно будет топить в огне, это справедливо, да? Ты сам себе гол забил. Вечно в огне будет, ну, и давай говорим, на те шварц, очень, я просто с логической точки зрения хочу. Почему я принимаю Не, секунду. Мне очень нравится, когда мусульмане используют запрещенную в их религии логику в отношении ко мне. Но как только их призывают использовать логику по отношению к своей религии, они на этом же сразу ломаются. Нет, так не получится. Пармат. Духани Динчур Арвел. Хорошо. Арвел на ощущение, что я Ну, Джим Клермиер, да. можешь описать? Клерми стендер. Ну, Аллах уйти, вацтия, дуйти, один дацтия, еще больше подвигало изучать ислам. И чем больше я его изучал, тем больше Сколько во времени мне... тебе хватило, чтобы ты убедился, что вот то, что ты говоришь, все, что только не существует? Да, это абсолютно, что я укрепился на своих ногах. Чем больше это случилось, тем, что я чем больше изучал ислам, тем больше я понимал, что этот бред не может иметь отношение к Богу. Вначале были сомнения, потому что я не знал ислам. Мало знал ислам. Еще больше углублялся, изучал другие религии, изучал историю, изучал политику империи, инструменты по управлению империями. И в итоге полностью осознал, что это инструмент контроля над массами. Ничего более. И никакого отношения к Богу этот бред не имеет. И что ты больше изучаешь? Психологию или что? Не, психологию я изучаю жизнь. Ну как? Ну, да. Меня жизнь научила психологии людей. Я слишком много людей видел.
Слишком с многими людьми контактировал. А он сейчас Слишком с изучал многими психологию? людьми жил. Мгм. Ну, Гинс, ощущение шмой, Гинс, ты убедился, вот, Гинс, ты хочешь сказать, что и не стать Аллаха, Бог шукал, что неправильно шадерки адышты, царлик, царама существует, я что свой хокте дюнянти адой, дюня дагва, дюнянти адошки умадать. Ничего надо. И хума дац ас ош мечахе заон хаз йоу. Вообще, Алло. кварч восо ишдуй бос. Ас он ба выключил. хуйца жоп телавек, ты 2 минуты у тебя память работает. Цагасун, я не знаю, вельчухердо. Я не говорю, что он махердац. Я не знаю, бас. Цик дельчане, хур дуэн цига худу. Ама делах тешен дуэй. Делуэн заз еди дацял. Цазулам уэн дир дацял. Дел нисуял, дел дикуял. Иш делах тиеш дуэй. Шак да дацуэ хинц. Иш халду хинц. Полностью доверяем Богу. Полностью. Никакого сомнения. Что там будет, что случится, что бы там ни было, мы все это принимаем. Потому что это дает нам Бог, наш Творец, который является абсолютным светом и любовью. Мы полностью Ему верим. Пармат. Например, шейда Дейлди Нахбук, которые считают, что правильное восприятие это то, что аморально. То есть Не знаю таких. основание, что эти люди неправы. Ты про мусульман, что ли? Не, именно Короче, со шейдан поклоняется Диашна Абугуш. Типа сатанисты? Да. Ну, сатанизм это вообще-то... Неправы, а ты правы. Как Сатанизм это вообще-то рофл на религию. Вы даже, люди даже не знают, говоря сатанизм, что это такое. Сатанизм это религия, как пародия и троллинг над авраамическими религиями. Основателем его является Антон Лавей. Его книга, она наполнена больших смыслов и философий, чего вы не найдете, скорее всего, в этих книгах религиозных. Просто прочитай его книгу Антон Лавей. Главное священное писание сатанизма. Он просто-напросто разъясняет лицемерие религии, христианства в частности. И лицемерие религиозных людей. А? Или хотите сарах. И шейт не что элецетиш хон. Не, шейт наш моду. Да и хочу сахати, Сум динам, да, цуштанами доказательство. Цаабил голосом карам цадивиш. Лихам ли гарас шейт наш тун карам цадивиш. Я Аллах, я адмо хагойш вал дин бадек. Дина лихам ли гарас тун карам цадивиш. Станация бух. Просто на бу болтай дяш лиш. О, Аллах дин бок маду бош. Царь миллиард раз эльчо от этого и бог хердац. Хотя есть философская цитата: ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. Но не в моем случае. Для меня она не станет правдой, даже если она будет миллиард раз повторена. Пармат. Например, Ангина Очвал, Дейлах Тиешха. А есть люди, которые Дейлах Тиешуш, Шангина Бочвал, Малик Шах Тиешуш, Шангина Дочвал, Ахирах Тиешуш. Почему они тупые, они ненормальные? Шангина Дочвал, они дальше просто поверили, пошли. Я не говорю, что они тупые. С чего ты взял, что я их тупыми считаю? Ребенка, который верит в Санта-Клауса, я не считаю тупым. Ну, обман это... Ну да, потому что я же не верю в Санта-Клауса. Следовательно, я считаю этого ребенка обманутым или еще не выросшим. Но я же не считаю его тупым. Почему ты им это право не даешь тогда? Потому что ислам – это конфессиональный фашизм, в котором дозволяется завязать меня и изнасиловать мою жену. Я не дам этого права никому. Это не просто вера. Если вам нужна вера, идите берите буддизм или христианство.
ислам это не вера и не религия. И я не дозволю, в моем понимании, в моей парадигме и в моем мире, я не буду толерантен к мусульманину. Потому что у него религия, в которой дозволено у меня, на мусульманина, завязать и совокупляться с моей супругой. Я не буду это принимать и быть толерантным к этому. А почему, если ты говоришь из-за этого совокупления, если это за эту несправедливость не будет спроса, почему человек не имеет на это права? Потому что я здесь, я это не позволю. Ну нет у тебя силы, есть у меня силы. Это же было в 7 веке. Я, значит, Но если у тебя есть, но если у тебя есть сила, и ты считаешь, что это тебе сойдет с рук, ну сделай. Но если ты будешь разумным человеком, а не обезьяной из пустыни, а не обезьяной из пустыни, я сейчас закончу, а не обезьяной из пустыни. Если ты будешь разумным человеком, ты будешь понимать, что это тебе с рук не сойдет. Если я буду тебя с твоей логики идти, я уже понимаю, что мне это с рук. Я могу тебя завалить и делать все, что хочу. Хорошо, с моей логики, сойди и иди посмотри, сделать себе рабом человека. Именно такой, как я, человек, не мусульманин, Авраам Линкольн, запретил тебе и всем мусульманам иметь рабов. Идите, ваш Аллах дозволяет вам. Попробуйте сделать раба себе. Попробуйте захватить человека и сделать его рабом. Иди, твой Аллах тебе это дозволяет. Иди и попробуй сделать это. Я лично и такие, как я, тебе это запретили. То, что тебе твой Аллах разрешил. Иди попробуй сделать это. Я запретил, если у меня спроса не будет, если у меня сила, если ты мне ну это разрешаешь. попробуй, иди, сделай, попробуй, посмотрим, спроса будет или нет. То есть эти люди, если своей смертью умрут, это нормально, это справедливо. Это же несправедливо. Ты призываешь. Почему это несправедливо? Это еще как справедливо? Он ушел с этого мира, все. Ты хочешь еще достать его, то есть ты хочешь достать его труп и труп наказывать, да? Когда он был живых, тебе ни сил не хватило, ни смелости не хватило, ни духа не хватило. А после того, как умер он, ты хочешь достать и наказывать его? Да. Ну, мы разные тогда, мы разные. Стой на коленях в мечети. Тебе в Чечне построено 1500 мечетей. Стой на коленях, сиди на бутылке и проси Аллаха, чтобы он помог тебе. Или наказал того, кто тебя на бутылку посадил. Мы разные. Я не буду на бутылке сидеть. Я эту бутылку засуну обратно тому... А? Ты бункер, кто сидит? Адрес вокзал Вильнюс. Так, Уэштаца, Далуш Ордина, адрес, миллион раз адрес. Че личный адрес вообще не лучше дать. Какого хрена в интернете всем людям хую мülшüца уж не. У разницу освоякиц даицан хок шишантихиян арезю дели диха дюш, за меня отомсти. Сорез ватсо со отомстить давал. И юквайшин юк аразис, дама яйцан тупойно, включай тяня. Мышление разные овощи, бог. Юсум очень разные. Так, повторяй, что он говорит. Призывает к угнетению людей. Ты призываешь людей. Ты говоришь, у вас не будет спроса. Хажаса он келар дейдаласа. Хик хадеш юксайл. Я любой атак наоборот призывать. Мол, несправедливости. Твоя логика. Хомича ашуа. Масалтай нахуна ха Аллаху адмах лейва магвашдон. Воа венцан адмах лей. Сосан бол не мусульман шбуй цархун запретить ты нахун ха Аллаху магинак. Вало идея. Да, закон запрещает. Закон... Вообще, масал, да, должен тупить сяндяш. Я не призываю угнетению. Я не призываю ни к чему. Я призываю к тому, что не сидеть на бутылке
Не вот так свою голову выпячивать, чтобы ее отрубили, веря, что после смерти-то моему отрубителю, посадителю меня на бутылке отомстят. Я призываю здесь к справедливости, Бункер? здесь устанавливать справедливость. Я не призываю к Много у тебя угнетению. духа хватит мстить, да? Совершенно верно, и к духу свой развивать призываю. Чтобы здесь мы справедливо жили. Куда мы скатились? Вон нас на бутылки сажают. А весь народ сидит и молится Аллаху. О, Аллах, не спошли нам какого-то Бэтмена, за которым мы пойдем и за всех нас будет смелым. Мы такие трусы, о, Аллах, мы боимся стать с бутылки. Это и есть угнетение. Это и есть хадис Сахих Бухари 1847. Абу Хузайфа спрашивает Мухаммеда: «О посланник Аллаха, мы сейчас находимся в благе, в исламе, который Аллах нам не спаслал. Придет ли после этого блага зло?» И Мухаммед отвечает: «Да». И Абу Хузайфа спрашивает: «А будет после этого зла благо?» И Мухаммад отвечает: «Да». И так трижды повторяет. И в конце Абу Хузайфа спрашивает: «В чем же будет заключаться это зло, которое придет после нашего блага?» И Мухаммад отвечает: «Оно заключается в том, что придут после меня халифы, которые не будут следовать Корану, не будут придерживаться моей сунны, и будут людьми человеческом, и будут шайтанами в человеческом обличии». И Абу Хузайфа спрашивает: «О посланник Аллаха, что мне делать, если я их застану?» И Мухаммад отвечает: «Слушайся и повинуйся. Даже если он будет бить тебя по спине и отбирать твое имущество, слушайся и повинуйся». Вот это и есть угнетение и призыв к угнетению и к рабству. Я к этому не призываю. Я призываю встать и не слушать такого угнетателя. И призвать его ответу здесь, потому что там его никто не будет за тебя призывать. Если ты оказался трусом за себя спросить, за тебя Бог не будет там спрашивать. Потому что ты трус. Да валан да ца. Хумш каринаон. Парма, например, суха, примерно, я могу... Не знаю, без того, то одно из диктаций, то одно из джимсата. Wallohain leilats Allah wa maginol. Dulu busabna ara доли шаш нахдала цантага лейвиш. Авраам Линкольн запретить, ну что не.